Память поколений, журналист Олег Желудинец. Рядом со мной стоит женщина, которая откликнулась на наше обращение, Тамара Лукина, и директор музея города Якутска Екатерина Строгова. Тамара Николаевна, вот мы стоим рядом, это вот могила вашего героя, да, правильно говорю? Да? Да, это Петр Михайлович, он является братом моего дедушки Михаила Михайловича. Михаил Михайлович Лукин, он захоронен в братской могиле, город Балаклава, Крымской области. Мы его нашли через интернет. А здесь рядом, я так понимаю, целая Екатерина, да, династия Да, Лукиных. да, рода Лукиных. Здесь вот лежит моя бабушка Екатерина Николаевна, сестра родная Михаила Михайловича и Петра Михайловича, Акулина Михайловна. Вот. И рядом там еще вот есть могилка, это Лукин Макар Михайлович, тоже их вот, ну они родные братья и сестры. Я сразу скажу про Макара. Дело в том, что здесь была его внучка, я правильно говорю? Да, внучка. А она не знала, что здесь ее дед захоронен. Так что для них это тоже является какой-то, наверное, новостью. А вообще, Екатерина, вот сегодня была встреча. Мы, конечно, все расскажем и покажем. Да, просто хотелось бы пока предварительные данные, итоги. И Тамаре, вам, наверное, интересно, да, как с исторической точки зрения вообще. Ну, вообще, Что? конечно, такие встречи, они безумно ценные для нас в плане не только сохранения памяти, но в плане познания прошлого нашего города, потому что на самом деле вот какие-то реалии жизни мы знаем очень плохо. Да, и вот я, конечно, безумно благодарна нашим сегодняшним гостям, потому что они рассказали очень много интересного не только о своих родственниках, которые вот похоронены здесь, но вообще об этом районе города. Что здесь было в прошлом, какие семьи здесь жили в прошлом. Так что эти люди создали нам даже дальнейшие довольно большие перспективы по поиску вот, жителей вот этих мест в довоенное время, даже вот в послевоенное время. Мы Это здесь будет узнали очень еще, вот как с исторической точки зрения, что оградки, половину оградок Лукиных сделал человек, который, Да. дай бог ему здоровья, живет. Ой, дай Это бог ваш, ему здоровья. как правильно? Это мой отец Николай Михайлович, ему сейчас 86 лет полных. Я так понимаю, и вот это все осталось, как Да. бы сделано им. Да. И Это его почерк. его Он почерк. сам столяр, ну, мастерит, любит это, по дереву заниматься. И вот эти могилки, вот эти все памятники, он сам все это сделал. Дело в том, что здесь оказалось был совхоз якутский, точнее был новая, Сейчас точно новый путь. А вообще было 33 колхоза здесь. Потом организовали здесь совхоз якутский. И практически, это я про современность говорю, я не говорю про... К нам подойдет род Новгородов, расскажет более подробно о древности этого кладбища. Но тем не менее мы их с нетерпением ждем. А вообще оказалась интересная история, что здесь был такой совхоз, который полностью снабжал Якутск всем возможно. Вплоть до китайской фермы здесь было. И это считалось Хатанурякским сельским советом, который имел достаточно большую территорию, начинался от Вилюйского тракта и тянулся до самой Марки. Достаточно большие Марина земли. Николаевна, а вообще, когда вы узнали, что мы вот инициируем здесь создать сквер поколений, оградить и сделать нормальное кладбище, как вы к этому относитесь? Положительно отношусь. Все-таки это связь, продолжение рода, чтобы наши дети, внуки, правнуки знали своих бабушек, дедушек, откуда они родом. Я очень положительно к этому отношусь. Ну, для меня была новость, но я предполагал, что здесь герой войны лежит, но не предполагал настолько, что здесь на самом деле можно и обелиск вашему герою, который в Балаклаве погиб, в братской Да. могиле поставить. Как вы к этому относитесь? Вот идея вот такая есть у нас. Конечно, хорошо отношусь. Да. Обязательно надо. Ну, мы с вами прощаемся. Сейчас в следующий раз мы расскажем более подробно. А так ждите, более подробно мы расскажем, что здесь нашли и что нам рассказала семья Лукиных. Сейчас будет семья Новгородов.
До скорой встречи. Спасибо. Спасибо.